Здравствуйте, дорогие друзья. Хаумахагас Дустар. 13 часов 3 минуты в Уфе, 9 часов 3 минуты в Берлине и 0 часов 3 минуты в Лос-Анджелесе. И на канале «Аспекты Башкортостана» стартует новый выпуск программы «Аспекты мнений». И я с большим удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя, нашего друга, музыканта и патриота родного Башкортостана Алтыная Валитова. Алтынай, салям. Салям, Духтар, всем привет. Друзья, я напоминаю, что эфир прямой, поэтому ждем ваших комментариев, ждем ваших вопросов. Для этого у нас есть чат YouTube трансляции. Также мы вещаем в телеграм-канале «Аспектов Башкортостан». По возможности буду заглядывать и туда. Но прежде всего это, конечно же, наш канал в YouTube. Не часто, но регулярно мы общаемся с Алтынаем с тех самых пор, когда в Башкортостане случились баймакские события. Ровно 2 года назад в эти дни начались аресты. И примерно в эти дни у Алтыная жизнь круто, я так понимаю, изменилась. Алтынай, как вообще вспоминаешь события тех дней? Насколько на сегодняшний день эти события, я не знаю, живы в памяти, насколько они вызывают эмоции, какие эмоции, в конце концов? Всем привет еще раз. Да, конечно, вспоминаю те события, особенно вспоминаю, когда выходят какие-то новости про задержанных. Как бы мы в другой стране, и тут адаптация. И поначалу, как мы только сюда приехали, пока обустраиваешь жизнь, и в этот быт, в суету ты окунаешься, конечно, но и на время, естественно, забываешь про эти события. А потом, когда открываешь интернет и видишь какие-то новости, и опять это все нахлынывает, скажем так. Вот. Я так понимаю, у нас во многом похожие обстоятельства. Мы действительно вынуждены начинать новую жизнь. Где-то уже какие-то этапы пройдены, какие-то не пройдены. Вот. И когда ты занимаешься этими делами, вроде как отвлекаешься, но забыть все равно невозможно. Нет сожаления? Вот такой вот тяжелый, но с другой стороны простой вопрос. Что пришлось увидеть? Сходу такой вопрос, да. Сожаления нет. Если бы еще раз такие события были бы, не хотелось бы но я бы то же самое сказал. То есть сожаления нет. Единственное, в голове перекручиваешь те моменты и думаешь, как бы вот тут вот так надо было сделать, вот тут вот так надо было сделать. Вот так. А в целом никакого сожаления и нет. Я остаюсь при своем мнении. То, что я там говорил, я и сейчас так думаю. Вот. Конечно, хотелось бы жить на родине. Все понятно. Я сообщу нашим зрителям, кто вдруг пропустил. У нас на канале выложено то самое знаменитое обращение Алтыная, которое Алтынай записал в день баймакских событий. Эмоциональное, живое, настоящее. И, в общем, оно привело к дальнейшим событиям. А как связь с Родиной? Я, опять же, примерно представляю, что есть у каждого из нас те или иные люди в круге общения, это, так скажем, знакомые и близкие, а в целом остается ли общение с коллегами по музыкальному цеху, может быть, с какими-то другими, может быть, даже какими-то представителями власти, с кем раньше приходилось не дружить, так приятельствовать? Сохраняется ли вот эта вот прямая струна, скажем, взаимоотношений? Мы уже 2-й год, уже в апреле 2 года будет, как мы в США, а в целом из родины, как мы уехали, уже в январе 2 года было. И все-таки время все лечит темикан, и уже тут обзавелся какими-то новыми друзьями. И, конечно, там есть
и родные, и близкие друзья, с ними поддерживаем отношения, но там с коллегами, Мгм. как сказать, Коллеги с тоже теми, есть. с теми вот там по работе или как-то еще вот так общался, уже все меньше и меньше общения. Все-таки в чужой стране, вот, если ты живешь, да, хочется домой, но уже когда вот 2 года мы живем, уже жить по прошлым сложно. Да. Вот, то есть состояние в такой неопределенности жить сложно. Поэтому мы вот уже 2 года, за эти 2 года, вот первый год особенно было сложно, но вот уже второй год мы более-менее отпустили. Да, мы все еще скучаем, но в неопределенности жить невозможно, и уже тут надо смотреть на будущее. Вот. Ну, там, где ты оказался, там надо смотреть на будущее, потому что ну, свое будущее своих близких, вот у меня семья, жена, ребенок, вот как-то надо строить. А в неопределенности строить невозможно. Поэтому мы сейчас уже как бы, да, у нас были такие периоды депрессии. Вот, мы сейчас это преодолели, уже как бы смотрим вперед и уже как бы здесь ищем новые возможности, новых друзей, так скажем. Некоторые достижения, конечно же, мы видим благодаря активному ведению соцсетей. На всякий случай сообщаю всем, что Алтынай ведет как минимум Инстаграм очень хороший и активный, где не дает соскучиться, скажем так, да, в хорошем смысле этого слова. Так, пошли сообщения, и вот как раз на тему того, о чем мы говорим. Пишет нам Джак Килопи: допускаешь ли ты, что никогда не вернешься? Пишет он. Ну, есть такие мысли. То есть мы сами хотим домой. Но опять вот это неопределенность. То есть мы же не знаем, сможем ли мы когда-нибудь вообще вернуться домой. То есть когда это может произойти, через года 2-3 или там через 5 лет, через 10 лет, мы не знаем. Поэтому уже как бы, да, хочется домой, и все равно уже больше фокус внимания уже здесь. И вот как раз на пересечении этих двух миров, дома и новой жизни, как раз вот следующие вопросы. А сохранились ли контакты или, может быть, разовые какие-то общения с теми из коллег музыкантов, например, да, кто сейчас активно поддерживают, скажем так, режим, выступают на провоенных акциях, предположим? Да, я понял. Есть, да, с некоторыми общаюсь, ну, то есть и спорю даже иногда, но я уже сейчас, исходя из своего опыта, вот это переезда, всего этот, что я смог накопить за эти года, за свои года в целом. Вот, я не знаю, я уже думаю то, что у каждого есть свое мнение, и каждый по-своему прав, и человечество в целом постоянно борется за одни идеи, за другие идеи. Поэтому чьи идеи правильные, уже мы можем, уже следующее поколение могут оценить только вот на разрезе истории, получается. Ну да, ну да.
Я сейчас иногда так думаю, и поэтому и с теми общаюсь. То есть, ну, не Ну, это прямо нормально. общаемся вот каждый день. Они иногда мои там видео комментируют, иногда что-то пишут, я там свое мнение говорю, они свое мнение говорят. То есть уже прям не особо так спорим даже. Вот. Ну вот недавно был в гостях, как я Каждый видел по свои Инстаграму, мнения. представитель башкирской культуры, современной культуры, режиссер Айнур Аскаров, да, в частности. Вот. То есть общение есть, люди даже приезжают. Да, да. Ну, в целом, Айнур Аскаров, они отдохнуть приехали в США, то есть посмотреть Америку, то есть на выходные, так скажем, на Ага. праздники приехали, так как я здесь, они тоже ко мне в гости заехали. Это, кстати, С интересный ними мы тоже пример. общались, да, тоже он, вот, ну, у него, естественно, свое мнение, то есть я ему свое мнение рассказывал, то есть как я вижу, а как он видит. То есть мы не прям не спорили, но какие-то разные взгляды все равно были, да. Мгм. Это любопытно. И в этой связи многие могут задаться вопросом, а как такое возможно? Америка даже политических иммигрантов сейчас выселяет, а тут туристы какие-то ездят. Как им визу дают? Есть, кстати, на этот счет Ну, информация? турист это тот, у кого на паспорте много штампов, много стран, да, он уже объездил, вот он выглядит как турист, и таким легче дают. То есть Ага, то есть не таким боятся, что человек будет получить просить убежище. турвизу не проблема. То есть не в посольстве открывать, и уже как бы ему верят, что он действительно турист. Ну Ну, да. и дают. А тем, кто никогда не выезжал из России, паспорт пустой, и ну, к нему уже есть сомнения, потому что может у него есть что-то остаться. То есть, ну, Да, да, придется ну, закрывать. да, Вот, никуда не выезжал человек, и вдруг, типа, э, из России в США решился. Ну, это как бы не верится уже таким кейсом в посольстве. конечно, да-да-да, логика понятна, тут никаких сомнений нет. А, а вот на месте, да, мы говорим про адаптацию, что постепенно происходит так или иначе интеграция. Много ли общения с нашими соотечественниками, конкретно с башкортами, с выходцами из Башкортостана, Татарстана, в конце концов? Много общения, вот я не могу понять ваш вопрос, потому что и до этого ты так спросил. Ну, в целом, с родными, близкими я общаюсь. А Нет, я так, сейчас про то, там, в Америке, вот у уже меня есть аудитория своя с выходцами, из я говорю про тех, кто Славянии, с ними живет общаюсь. непосредственно там. Там В Лос-Анджелесе, ну, в кто в Америке, в США? США. Здесь в США. Конечно. Здесь в США, да, много выходцев из Башкортостана, то и со многими мы общаемся, да, то есть мы здесь дружные, мы здесь постараемся поддерживать, в этом плане все Мгм. хорошо. Мгм. То есть есть сообщество, так скажем, комьюнити, как часто говорят. Сообщество, комьюнити здесь большое, да. Ну, мне кажется, вот исходя из того, что э, по миру, где я вижу там какие-то сабантуи там тоже организовывать, и в Турции организовывать, и в Европе там что-то организовывать. Ну вот, исходя из видео там, материалов, что в соцсети выкладывают оттуда, вот мне кажется, что тут в США, именно еще и в Лос-Анджелесе самое большое комьюнити в мире, именно баш, башкирфит, вот мне так кажется даже. На днях мы общались Вот. с Нас здесь много, Лос-Анджелесом. да.
Сайгуль, Леон. Вы как-то пересекаетесь, может быть? Не, не пересекаемся в целом, но в целом мы знакомы, общались, да. Но не Понял. прям пересекаемся. Ну, понятно, да. Каждый день. У меня тут тоже много выходцев конкретно из Переписываемся, да, Башкортостана. да. И это не значит, что мы видимся или даже общаемся часто, хотя стараемся. Вот в баню ходить начали несколько месяцев назад. Хоть какая-то радость раз в 3 месяца или чаще даже. Вот это хорошо. Ну, теперь скажем так, ключевому моменту, что ли. За политикой удается следить, за процессами, которые происходят в среде нашей политэмиграции? Я даже не говорю про общефедеральную, а вот про нашу, башкортостанскую. Политиммиграции, вот я не понимаю, что это значит. Ну, условно, есть активисты, есть Иммиграция, башкирское для меня здесь национальное иммиграция движение. вот здесь, Не-не-не, что я здесь понял. говорят там про иммиграцию. Я уточню. Есть комитет башкирского национального движения за рубежом, например, да? Руслан Габасов. Вот Айгуль вместе с ним работает. Есть у них там и соратники в разных странах живут. Они ведут какую-то деятельность, какие-то заявления публикуют, мнения высказывают. В чем-то участвуют, в чем-то не участвуют. Так вот, есть ли контакт с этим явлением, так скажем? Приходится ли следить или не Нет, получается? нет, я не участвую и из-за рубежа, то есть я не хочу вот такую политическую активность вести, потому что там, вот я когда там был, да, то есть я вот под страхом риска, да, то есть у меня был большой риск, меня могли посадить или еще что-то. Вот. Там я сказал, то есть, а здесь, как бы, находясь в безопасности, что-то говорить про политику, там, там что-то там, для людей, которые находятся там, уже будет казаться то, что, ты там сидишь, короче, что-то там балаболишь. Вот, ну, у меня такое ощущение. Поэтому мне отсюда, то есть, не хочется о политике вещать в целом. Ну, да, у меня есть свои мнения там. Ну, в целом, вот, я не политик. Вот, Это понятно. здесь, вот, да, есть у меня свое слово. Вот, когда я чувствую, что я должен вот здесь, то есть у меня есть аудитория, вот меня могут услышать, вот я когда в душе ощущаю, что я должен что-то сказать. Ну, я не могу молчать, меня прям в душе теребит. Вот я это говорю. А в целом ты полностью в политику, там, лезть, там, что-то вещать из-за рубежа у меня такого нет. Вот Не я хочется понял. мне почему-то. У Ага. меня свои дела, как бы я хочу здесь что-то. Я вот хочу именно с другой стороны. То есть не напрямую, а вот тут в США кем-то стать, чтобы там про меня услышали, увидели, там, и уже там, исходя из того, что что я умею, там, музыка, шоу-бизнес, там, я не знаю, кино, не кино, сейчас я стараюсь, но это, не сразу же, то есть я 2 года тут только живу, и за 2 года ты, не станешь, как бы, всемирно известным. Ну, Об этом сейчас поговорим еще. Да. цель у меня такая именно, вот кем-то таким стать, чтобы меня увидели, услышали, чтобы про Башкирию именно знали, как бы, вот так. Сейчас об этом поговорим. Голливуд рядом, как говорится. Тут все дороги. Вот. Но я к чему? Есть мнение вот у нашей аудитории, наша публика как минимум, оно такое, что все-таки они ждут от нас
от тех, кто уехал, и кто находится в безопасности вот этих слов. Потому что Да, не да, то, что... я их понимаю, то есть мы только можем ну, на такие темы свободно, не, не свободно говорить. высказываться. Я это понимаю, но вот, ну, я считаю то, что у каждого своя роль. То есть для этого, вот, чтобы, ну, так сказать, именно про политику, про наболевшие, открыто высказываться, говорить. Вот есть кто это умеет делать. Вот ты вещаешь, там, Габбасов вещает или еще кто-то. Вот. А моя роль, я вот, да, я тоже умею, но, но мне, э, ну, ну, вот я не хочу быть э, пустословом там. Ну, новость какую-то услышал там, и не разобравшись, там, я что-то там я начал говорить, ну, вот, я не хочу таким быть, короче. Вот, была бы у меня цель именно такая, то есть что-то новостное, то есть вещать. Вот. Я бы собрал команду вокруг себя, то есть кто мониторил бы, что там происходит. И уже исходя из подтвержденных данных, я бы там какие-то выводы свое мнение я бы вещал. А так я этим целенаправленно я не занимаюсь. Там, и вот. Но этим надо целенаправленно заниматься, я так думаю. Понятно. Вот. Ну, чтобы А, объективно говорить. Да, есть у меня свое какое-то мнение, но там, чтобы там за Башкортостан, чтобы там этот, против нынешнего режима, там, допустим, да, я могу что-то сказать, но ну, вот я один раз скажу, второй раз скажу, а чтобы мне постоянно об этом говорить, мне какие-то события обсуждать надо, то есть свое мнение о каких-то событиях говорить, там они что-то скажут, мне надо им свой ответ говорить, то есть, ну, этим же надо заниматься. Вот. я понимаю, да, Поэтому, конечно. Вот, потому что, ну, одно дело, люди хотят услышать, как говорится, правильное слово, а другое дело, есть еще вот среди нашего круга активисты, которые говорят, что есть еще наш долг якобы разъяснять тем, кто заблуждается. Вот я, собственно, свою миссию в этом вижу. Понятно, что у тебя в этом смысле миссия может быть похожа, но она через музыку. Я правильно понимаю? да, через музыку, через песни, через Ну, клипы, творчество в через целом. шоу. Ну, то есть ну, я как бы а, артист, вот. Да, да. И про артистизм. Тут был вопрос, кстати, не планируешь ли выпускать песни на английском уже? Вот замахнуться вот так предлагает наш слушатель. Я на английский свои старые песни переводил, то есть перевожу, и тут я даже исполняю, то есть на американскую аудиторию. То есть, но именно конкретно, то есть с нуля на английском писать хочу, да, но пока что у меня языковой Ну, конечно. словарный запас пока у меня не очень. Да, есть сейчас искусственный интеллект, сейчас можно все и свои идеи скормить, и он тебе напишет, но я как мне пока что переходить сложно. Мне кажется, то, что
искусственный интеллект, он как-то банально пишет. Ну, не банально, вот ты даже, когда у кого-то заказываешь песню там или еще что-то, ты вот свою идею ты ему объясняешь, Мгм. но он все равно по-своему у себя в голове э, В голове. э, в голове по-своему видит, по-своему представляет. И вот ты у аранжировщика, ты, допустим, заказал какую-то аранжировку, вот ты ему и напел, и как ты у себя в голове представляешь полностью, объяснил. Но он тебя отправляет, этот готовую аранжировку, но все равно это не то, как ты в голове у себя представлял. Потому что хоть как ему не объясняй, он видит и со своей головы. Вот, шуға даже у живого человека на заказ песни заказывать сложно, чтобы это совпадало с твоим видением. Тем более с ИИ, то есть он там по-своему думает, по-своему видит, и хоть как ты ему не объясняй, он будет, то есть что у тебя в голове, ты ему полностью не передашь. Поэтому я свои песни сам пишу. Вот. И чтобы мне на английском свои мысли передавать, мне нужно изучить английский хорошо. Вот. Я надеюсь, Мгм. объяснил Да, наконец. да, более чем. Тем не менее, я вот сам помню, я думаю, что и поклонники помнят, было живое выступление на уличном каком-то мероприятии, то ли там батл, то ли что. И было очень приятно посмотреть, как пришел к американской публике, да, там афроамериканцы в основном собрались, понятно, это их музыка в основном. И, в общем, выглядело на видео волнительно и в то же время круто. Спасибо. Поподробнее Ну, можно, как прошло? не спонтанно, я там решился выступить. Я уже год, наверное, я не выступал, а ты когда, ну, не выходишь, не выступаешь, все равно навыки все равно теряются. Вот. И я год где-то не выступал, но короче, спонтанно решился выйти на сцену, хоть было и страшно, потому что там одни чернокожие были, вот, халық болды дедіңсе. И вот, и они там, ну, такой неблагополучный такой не был, короче, район был. Вот еще Вот. важный Ну, то момент. есть, Так. да, Ага. я там у себя в сторисах я выкладывал то, что там ну, и, короче, и употребляли что-то, весь этот дым стоит, короче, там этот, и кто-то на улице лежит, кто-то там сидит, вот, и, ну, такая именно гангста-тусовка была. А Мгм. вот, мне как рэперу, мне вот хотелось себя а, попробовать, то есть, смогу ли я именно вот такую гангста-тусовку как бы э, Расшевелить. выйти и раскачать. Да, да, да. Вот. Причем это же вот, собственно, родина, логово Да, жанра. да, да. Так, так, ага. Вот, вот я там прям я решился и не спонтанно вышел. Хоть было и страшно. Там за, за слова могли и пристрелить даже. Вот. Ну, поехал туда специально, я так понимаю, найти это место, увидеть, Ну, как они там. да, я туда поехал, чтобы увидеть, то есть, как про- про- проходят именно такие на- на-
Мероприятие. настоящий американский рэп тусовки, гангстер-тусовки. Вот. Ага. А еще раз повторить, как-то почаще делать не появилось желания? Или Смогу, все-таки... да. Ну, я уже первый шаг я сделал, и уже не так страшно. Ну да. Там я уже как свой, мне кажется. Ага. То есть ребята оценили, в принципе, да? То есть им понравилось? Оценили, да, да. Они же там прям на видео уже видно, там они стояли, качали, кричали. Мгм. Ты же там еще, по-моему, перевод им озвучил, да, кратко, в чем смысл Да, да. Ну, то выступления? есть они меня спросили, что за стиль у тебя, говорят. Ну, я им объяснил то, что я родился в Башкортостане, это типа в России находится, сказал, вот мой стиль, башкирский такой стиль. Мгм. Вот они мне сказали, что на мексиканский схож. Мгм. Ну, для них это все не местные, это мексиканцы, наверное. Ой, понятно. Ну, значит, не принято, конечно, задавать глупый вопрос, но я так попытаюсь. А планы какие? Вообще, что делать дальше в плане музыки? Вот какой-то, может быть, В плане мегапроект? музыки я даже не знаю. Вот как идет, так идет. Ага. То есть, вот находясь в чужой стране, э, пер- пер- первостепенно это деньги зарабатываешь, то есть, ну, чтобы элементарно себя и свою семью обеспечивать. У меня первая задача вот это. Вот. А уже второстепенно уже свои какие-то и цели на будущее. Мгм. Понятно, да. Я когда как-то освобождаюсь от этого, от второстепенной задачи, я уже на улице иду, что-то исполняет. Вот. Понял, да, Ну, это вот как понятно там я для нас. выступил. Вот. Тут опять вопрос от Доталаки. А как тебе Трамп? Как-то отражается его политика на семье и на тебе? В целом нет, никак не отражается, то есть нас не трогают, мы как бы легальными считаемся, то есть мы не бежали от властей, то есть мы не через забор, то есть мы заехали и официально мы сдались властям, и они сами нас отпустили на волю, то есть на волю ждать суд. Вот. А Поэтому суд нас не был уже или трогают. нет еще? Но есть тут уже и такие истории, кто вот так же, как и мы, заезжал, то есть у кого все с документами все нормально, даже их там миграционную тюрьму увозят, вот, даже их задерживают. Вот есть такие истории, но они не масштабные, но и из-за своей как бы резонансности они вот, ну, я не пугаюсь, как бы, вот, моя жена этого как бы переживает, как бы, то есть, вот. А так, в целом, все нормально. И политика Трампа, ну, как у нас, вот, как в России, как будто бы. То есть мы из России уехали, но, короче, Россия с нами. Ну, В есть США такая шутка, переехала, я как слышал будто уже, да. такое ощущение, как будто. А вот вчера у Дудя этот Незлобин, я, говорит, хотел Россию без Путина, в итоге я вот сейчас в США, и у меня Путина нет, но есть в некотором смысле Россия. Трамп, да.
Вот Ну, так вот. все-таки я бы так не усугублял. Рано еще. Остается Ну да, институт. ну то есть я этот вот эта политическая система США, она строилась 300 лет уже как, то есть, и я не думаю, то, что, короче, один может все перевернуть и изменить, изменить систему, которая строилась веками. Вот. Ну да, будем надеяться. На это и расчет на самом деле. А как выглядит вот за 2 года жизни? Понятно, что сравнивать, наверное, не с чем особо. Но вот за 2 года как-то изменилось в быту жизни, я не знаю, экономически, растут ли цены или наоборот падают, там, как люди себя чувствуют вокруг. Это же вот примерно общее впечатление формируется. Вот у меня тут свое впечатление, да, в Германии есть. Я вот в последнее время рассказываю, смотрите, говорю, у нас продукты подешевели с того времени, как я приехал. А как в Соединенных Штатах? А, ну, нам кажется, что не изменилось особо ничего. То есть мы изначально сюда без ничего приехали, получается. И постепенно мы вставали на ноги. То есть постепенно у нас жизнь улучшалась. Поэтому, то есть, мы не замечаем особо, что что-то ухудшилось, как будто. Мгм. А Не по знаю. стране путешествовать как-то приходилось? Ну, я так понимаю, и за рулем оба тем Приходилось, более. вот мы именно этим и занимаемся постоянно, то есть мы постоянно стараемся куда-то выезжать, хоть и недалеко, но мы живем в Калифорнии, и тут час езды, там снег может лежать, хотя у нас нету снега, и там уже и природа совсем другая, вот от нашей отличается, то есть час езды в другую сторону, там совсем другой контраст, то есть Калифорния, она очень контрастная, и поэтому, то есть куда-то выезжать и смотреть не составляет труда, чем мы стараемся чаще Мгм. пользоваться. То Так. есть, ну, чтобы не скучать дома, чтобы не скучать. То есть мы и так скучаем по родине, по дому. И чем-то эту утрату хочется восполнять. Вот постоянно хочется. Вот. Поэтому Мгм. стараемся. Вот наш зритель Не сидеть. Ольга пишет. Алтынай, говори уж на башкирском языке. Тебе тяжело. Кому надо, Сложно, поймут. да. Полиев тоже поймет. В общем-то, правильно, Дурыс. Да, мне на русском говорить очень сложно, и в целом я с детства я заикаюсь. То есть, и что интересно, вот на сцене я вообще не заикаюсь. Вот на сцене Абсолютно. И тем более в стиле абсолютно рэпа, не это же заикаюсь. совсем как бы То скорость есть, да, какая. и в целом у себя, то есть на видео, то есть я не заикаюсь. И вот на чужом для себя на языке мне сложнее говорить, и там я ча- чаще заикаюсь. Вот. Мой, мой родной язык это башкирский. Я у себя в голове я думаю на башкирском. Я до 9 класса я не знал вообще русский. Ну, я по учебникам знал, то есть а так мы не общались. Вот у нас Бурзянский район, он 99% башкирский район. И мы никуда не выезжали, то есть мы у себя только на башкирском общались. И после 9 только я как в город уехал, я там, то есть
учился по-русски говорить, и поэтому для меня сложно. Понятно. И сейчас сложно. Вот сейчас я тоже на башкирском думаю, потом перевожу, Это прекрасно, надо сказать. еще и заикаюсь. Не-не, вообще, Алтынай, не надо Я переживать. именно башкортса сөйлешу, конечно. Я думаю, что нашей аудитории все нравится. Лично мне точно никаких вопросов нет. И тут технический вопрос. А когда на английском пытаешься говорить, ну, говоришь, сразу с башкирского Да. переводишь? В уме? На английском мне как будто легче, чем на русском. Вот, я не знаю, но на английском я учу, то есть я больше думаю в голове, чем на русский перевожу. То есть на английском мне приходится дольше в голове слова подбирать пока. Но как будто бы на английском легче, не знаю. А это не удивительно? Грамматика Может, из-за английского того, языка что нормальная. Фонетика английского и башкирского в целом схожа. Может, из-за этого не... Фонетика схожа, правила проще, не надо слова склонять по 10 падежам. Я не знаю, вот из-за чего. Ну, да и в целом заикание это психологическое, то есть оно не где-то тут, не где-то в речевом аппарате, оно вот здесь в мозгу, в голове. Поэтому это, ну, не знаю, когда надо переводить, там, наверное, нейроны переклинивают, наверное, не знаю. Ну да, ничего страшного. Вот наша аудитория тоже. Нет, в смысле, все хорошо, это не проблема, о которой стоит переживать, мне кажется, и говорить. Публика наша Я не поддерживает. переживаю, нет. Ну Я вот, как бы, переживал, я поэтому. не стал артистом. То есть я и на сцене как бы и спокойно об этом могу говорить. И это, по-моему, тоже вот само по себе, да, способность говорить о сложных вещах открыто, это дорогого стоит, это говорит о силе духа, характера и о смелости. Ну, это обо всем хорошем говорит, не о чем плохом, так скажем. Наша публика также считает, вот Афарин Алтынай пишет, красавчик, Хаттабыч пишет. Друзья, продолжайте писать в том же духе и задавать вопросы. Ждем. У нас еще немножко времени есть, поэтому будем очень рады вашим сообщениям. Кстати, вот выше мы же говорили про проблемы, скажем так, в США, которые начались с современной администрации. Ты упомянул, что есть сложные истории, кого держат в тюрьмах миграционных. И это же касается нашего земляка Загир Мухамедьяров. Уехал после баймакских событий. К счастью, не попал в российскую тюрьму, но, к сожалению, находится в американской до решения своего. Да. Что-нибудь знаешь о его судьбе, о его биографии? Знаю, мы с ним практически каждый день общаемся, то есть по видеосвязи, то есть у них там есть будки специальные, где они могут по видеосвязи говорить. Вот, общаемся, но до сих пор его не выпускают. Тут я не знаю, вот мне мама такую вещь башқұртша сөйлей. Меңе әсейім мынау хуғыш башланған мәлде бүтәлі қайғаралар ене бетінде там хуғышқа алып кетілер вдруг деген бұны деп менің әсейім қайғырмай. То есть қайғырмайды, аптырамайды, и меңе шылтыратмайды, хәлделе білмей, ұрашмайды. Иша мен әсейім өзім шылтыраттым да, ачу біздің елде вот не баштан, хуғыш баштан, хин мені там әпкетіп барқылар деп қайғырмаймын, қорқмаймын, дейм бітінде. Шында әсейім бір неме айтты. Вот біздің туғандарды примерға кетіріп сөйленейінді. Вот мына нейтіне біздің шундай туғандар бар бетінде, біләк бетінде. Вот алар ғайлелі өз бала, өз малай.
Вот. Өлкәне нейдә яшәне? Авылда яшәне өлкәне. Уртансыһы, кесеһе постоянно шул вот по контракту хеҙмәт итеп йөрөнөләр. Там беренсе нейҙә Чечняла, шунан там Сирияға ебәреләрме, ҡайҙа ебәреләр теге был нейҙәге Украиналағы 15-нче йылда булган теге һуғышта ла барып йөрөнө, короче. И вот шул, и кесеһе лә шулай, уртансыһы ла шулай по контракту постоянно, кесеһе лә шулай, постоянно их вот на горячие точки отправляли. Вот. И олоһо ул нейҙә йәшәне, ауылда йәшәне. И вот шул олоһо был уртансыһы, кесеһе шул уже нейгә сыҡтылар, пенсияға сыҡтылар. И средний вышел на пенсию, и младший вышел на пенсию. А вот старший, который жил в деревне спокойной жизнью, он прям нелепым образом ушел из жизни. Вот. И меня шунан әсәйем әйтә, ул һинең мына маңлайыңа нимә янетелгән, нимә яҙылған, шулай була. То есть мин знаю, что һеҙгә ундай участь не уготовлено. Я это знаю, вот. И шуға я не переживаю, то есть и вы не переживайте, короче. Хоть һеҙҙе алып китһәләр дә, һеҙ прям һәйбәт кенә йөрөп, әйләнеп ҡайтасаҡһыҙ. Я это знаю. Ну, вот такая она. Ну да, ничего не поделаешь. И вот шунан һуң мин теге әсәйемнең һүҙҙәренә как бы иғтибар bilmem, ну да, тип киттем да. И вот хәҙер ошо как раз таки история с нашим земляком Загиром. Он уехал из России, чтобы там не сесть в тюрьму. И бында Америка килде, и бында уже 2 года уже сидит здесь. Да. И после этого меня шул әсәйемнең әйткән һүҙҙәре иҫкә төшә. Офигеть, вот кеше килде, ну, вот нейгә Заһирға шул испытанияларҙы үтәргә тейеш булған, значит. То есть, ну, как будто так. Ну, то есть, это и не смешно, конечно, то есть, никому это не желаю, то есть, ултыра битендә сыгалмай уға ҡыйын, аның ата-әсәләренә ҡыйын, аңлайым, беҙ ағашылтыратып торабыҙ, поддерживаем, сығарып, маташабыҙ, как-то килеп сыҡмай, к сожалению, все еще. И вот шул әсәйемнең әйткән һүҙҙәре иҫкә төшә инде, хочешь, не хочешь. Хочешь, не хочешь, а я начинаю вспоминать. Что было уготовлено, короче, то и тегендә төрмәгә утырмай, бында кил, бында утыра барыбер. Вот тут пишет, он хотя бы может каждый день на связь выходить. Я думаю, что наши ребята, которые сидят там, не могут. Шулай инде, как бы, ну, мин теге утырмайым, тегеләр утыралар, аларга шулай уготовлено дип әйтә алмайым, миңә әйтеү ҡыйын, әлбиттә. Но шулай историялардан һуң, то есть, әсәйемдең һөйләүенән, ысынлап та шулай булды бит. То есть, и башка иногда вот такие мысли лезут. Хочешь, не хочешь, вот они лезут. Ну, да, әле ултырган кешеләргә шулай испытаниялар бирелгән, испытаниялар үтеп сыра тейешен. Һәр кешегә, һәр кемгә үҙенең испытаниялары.
Да, біздің үшін де еңіл булманы ошол жолду өтүү. Мексика вообще опасный орын. Мексика менен Американын сигин сыгыбы билһәгез анда Мексиканын Америкага келип жеткәс и нелерде картельдар да анда картельдар күп. И картельдар алар теге пикап машиналарында нелер менен жүрөдөр, пулеметтер менен жүрөдөр. То есть и алар именно таких иммигрантов ловят и нелерден тугандарынан выкуп сурайдар. Да, и ловят, и убивают. Там и нелерге, извините, мында нелер ютубта недер. Вот, и шул и әгәр дә һин неләргә картельдарга нитмәһәң, эләкмәһәң, һин нигә полициягә эләгергә мөмкин. Полициягә эләкһәң, то же самое. Анда полное беззаконие. Коррупция, улар һине дагала, һине һыгып, бөтен булган имуществоңды, аксаңды алып калалар. И һин откупиться итә алмаһаң, һине могут Мексиканың вообще астягына кәртә артына Табаско дигән иммиграционный төрмәгә могут һине отправить. Ул урындан уже кешеләр сыгмайлар, сыга алмайлар. Вот. И без үткәндә лә шунамак историялар полным-полно булды. То есть безнең менән үткән башка кешеләр хакында без чаттарда бит инде утырабыз, бер-бер белән һөйләшәбез, аралашабыз и постоянно там об этом писали. То этот попался картель, берген там өлтергәндәр менә эшләгән, бәһә шулай. Вот. И без шундай условиялардан бала менән үтеп сыктык. Да, без хәзер үтеп сыккас, безнең килеп сыккас, это вот еңел генә үткән һәммәк бит инде. Ну, хәзер артыбызга нитеп карасак, әйләнеп карасак, как без ушундай урындан үткәнбез вообще. То есть, ну, һәр кемгә үзенең испытание, үзенең путь белән, то есть биреләме, билмәйм. Матрица шулай язылганмы, космос, Аллаһ Тәгаләме, вот шулай дип уйлыйм. И шуңа күрә да, утырган кешеләр өчен обидно, кыен, но алардын үзләренең испытание. Харбер безнең отдельный путь. Вот тут Наталья спрашивает, появились ли знакомые из Башкортостана? Да, мы же уже это обсудили, они появились. Так, а вот другой вопрос. Да, их здесь много, очень много из Башкортостана, из Уфы именно, и башкир много, и татар много, и русских много. Мы со многими общаемся, как бы. Тут мы очень дружные. Это прекрасно. А есть где покушать национальную кухню? Ну, именно башкирскую нету, но схожую есть. Вот казахские кухни есть, там узбекские кухни есть. Ну, у нас также. Башкирской пока что нету. Так, а вот мысль тут от нашего зрителя. А не собираешься в Европу? В любой европейской стране тебя примут, уверен. А я бы развил мысль, ну хотя бы на разведку, на гастроли, может быть. Ну, вот хоть, наверное, мы башкиры, кочевой народ, теперь как-то мин, вот белинг семья, мин более оседлый, я не знаю, вот этот путь, да, мы Америка килип еттик, но было сложно, да, но мы этот путь одолели, в том числе и не без помощи моей аудитории, подписчиков, не без помощи людей, то есть нам и люди очень хорошо помогли. Вот, мы одолели, и сейчас опять куда-то переезжать, опять куда-то ехать. Мы тут только стали на ноги. И сейчас в Европу там ехать или там в Азию ехать, то есть
э, как бы уже хочется где-то обосноваться и уже к своим целям идти. А то в таком в состоянии в неразрешенном, в подвисшем таком в состоянии жить сложно на самом деле. Вот сейчас мы будем переезжать, допустим, в Европу, пока там устроимся, пока там обоснуемся, там язык учить надо опять, то есть это же вот. Вот мы тут оказались, вот, ну, тут оказались, и тут надо как-то стараться жить дальше. Да, если будет возможность э, поехать данные домой, вот мы бы поехали, мы вот. Но сейчас такой возможности нету, По понятным причинам. поэтому Понятно. тут, да, уже смотрим на будущее. Да, я тоже прекрасно понимаю эти мысли, поэтому действительно, если уже какая-то жизнь налаживается, зачем вставать и начинать с нуля? Вроде уже путь какой-то пройден, и тут нет никаких сомнений, безусловно. Хотя вот Ольга тут продолжает, что по рассказам в Вильнюсе много россиян и жизнь дешевле. Ну, россиян везде много, я отвечу за Да, Алтаная. А жизнь дешевле не факт. Например, бензин, мы выяснили на днях, в Америке дешевле, чем в Европе. Дешевле, да. чем в России даже. Так ведь? Я не знаю, у вас сколько стоит. У Ну, тут нас это в галлонах измеряется. 1 галлон это сколько, я не помню. Ну, то 1 галлон где в 91-го, ну, то есть самого тут премиального бензина у нас стоит где-то $4,5. Надо Искандер, смотреть, тут сколько. наш зритель, он считал, он говорил, что что-то типа 60 рублей получается в литрах. А у нас тут, Да? Я сам конечно, не знаю, сколько получается. вот. А в Так, Европе минимум, 1 галлон 3,7. Мгм. вот. А здесь 120 рублей солярка, это самая дешевая за литр. Вот, так что где дешевле, это вопрос спорный. Это я Ольге говорю. Ну Вот. да. Так, с другой стороны, береженного Бог бережет, говорят, та же Ольга писала выше. Это вот про разговоры о том, что кому уготовано и что нас ждет. Да. Ну, Абсолютно согласен. ну, то есть, да, береженого Бог бережет. Но если так смотреть, мы вот и мы себя, вот я себя вообще не берег, если так думать. То есть, и там вот, ну, я знал то, что вот меня могут посадить. И у меня не было никакого плана, не было в тот момент. Именно я не думал то, что вот я сейчас скажу из России свалю. Нет, я там там, э, там я строил свое будущее, там у меня был дом, я там думал жить. И в тот момент я не знал то, что вот как-то так, то есть из России уехать придется. Ну, я знал то, что я вот не скажу, меня могут посадить. То есть, ну, я сказал. Там опять вот это Мексика, там опасно, но мы туда, через Мексику мы решились. То есть, э, да, береженый Бог пере- бережет, понятно, но опять-таки мы вот постоянно такой в пекло лезли, и как бы твой. э, Ну, я все-таки думаю то, что уготовлено, что вот как это Ну, предписано, так и будет именно. Ну, я так думаю. по крайней мере, для творчества сейчас действительно есть возможность сделать, мне кажется, вот любое совершенно то, что ты считаешь нужным и правильным, вообще не оглядываясь ни на какие самоограничения. Все-таки там пришлось бы, если заниматься творчеством, где-то самого себя немножечко цензурировать. Ведь так? Там немножечко на ту крышу, вот там сейчас кто остался, они максимально лояльны к власти. Они по-другому не могут даже. То есть я их не осуждаю. То есть да,
э, там есть и те, кто с удовольствием движут, вот так скажем, Ну открыто да. скажем, с удовольствием делают. Но есть те, кто, ну, неохотно, но без этого никак просто. То есть там либо ты с ними, либо тебя вообще нет. Вот. И поэтому я их как бы не осуждаю, как бы. Да, вот они, им приходится как-то Ой, крутиться, как-то лавировать. по-моему, очень точно в свое время Муртаза Губайдулович сформулировал, и это, к сожалению, описывает ту реальность, в которой приходится жить нашему народу. Жить-то надо, говорил он всякий раз, когда его критиковали за какие-нибудь поступки или слова, связанные с Москвой. Вот и наши друзья-коллеги по этому принципу. Согласен. Ну, как бы я опять-таки, исходя из своей колокольни, думаю, что вот, я вот где что-то моим принципам, если противоречит, то есть я тоже с ними работал так-то, то есть я тоже и там День города, там какие-то там фольклориады или еще что-то, меня везде звали, то есть и я с ними сотрудничал, но где вот я не хотел выступать там, я отказывался, я мог как-то отказаться, то есть как-то вот так лавируют. А есть там люди именно, кто за любую там идут, короче, там за это, идем, айда, пошли, короче, выступать. Ну, то есть Мы помним, Куштаву помним хорошо, конечно, и все такие такое. есть, конечно. Обидно. Вот можно там как бы э, находясь в этой системе, оставаться собой, в принципе, можно. Ну, в мое время было можно. Может, опять же, я сейчас не знаю. Может, сейчас там еще хуже стало, я не знаю. Ну да, есть свидетельство, что становится как минимум сложнее держаться, потому что рано или поздно каждому приходят и спрашивают, а ты все-таки что молчишь-то, да, товарищ? Ты что это не выступил перед бойцами, перед нашими мальчиками, например? Ну вот, опять-таки, вот я лавировал. То есть мне говорили то, что вот там по школам патриотические концерты надо дать, короче, вот. И в мое время это было. То есть и я по школам с патриотическими концертами ездил. Но то есть, что такое патриотизм, я это по-своему объяснял. То есть башкирский язык, башкирская культура. Вот я на бумаге у меня был написан этот патриотический воспитательный там концерт, а, у меня была по факту вот такая патриотическая тема. Хаумы, про спорт, Национальная тема. там, вот, Прекрасно. можно же как-то вот так вот лавировать этими, не Лайфхак. Ну, знаю. я думаю, что Да. сейчас может быть, конечно, построже с этим. Но молодец Может, в любом сейчас случае. строже, не знаю. Рима Йоза, Алтынай, спасибо за вашу позицию. Стойкости вам, берегите себя. Наступят светлые времена, надеемся и ждем. Вот такие сообщения у нас сегодня есть в чате. Встретимся на Куштау после побега шайтанов и манкуртов, пишет Хаттабыч. Так что, ну, понятно, что у людей тоже ники и под своими именами сейчас не те времена, когда можно писать в такого рода чатах. Ну, вот я все-таки думаю то, что вот по ощущениям, как будто кажется то, что все сейчас поддерживают власть, вот, но вот это фикция, мне кажется.
сөмке те кто сол неге қарсы, алар үндеше алмайдар, алар әйте алмайдар, и те, кто за, они могут спокойно, свободно говорить, и поэтому кажется то, что уже этот Все стали за. то, Нет. Мгм. да, то есть безвыходная ситуация, ну, то есть, как это сказать, неизбежно тур уже веры никакой уже в народ нет, кажется. Но это только вот из-за того, что вот те, кто против, они не могут говорить. Но вот беря искра булга, даже это может и не политическая искра, это может быть на фоне там ЖКХ или бля любой неме келип сыйрган может, короче, бля искра булга, ол по цепочке может кетерге, короче, конкретно. Вот. Шуңа күрә чиновниктарга әйтелгән, вы там думаете то, что у вас все схвачено, все хорошо, но СННда вот искра, да, вот сейчас вот, меня как кажется, вот эта искра именно этот на национальной почве килеп сыгырга может, потому что беден или это многонациональная страна, вот об этом я и в том видео я говорил. Но сейчас особенно вот то, что я там как раз таки я говорил, вот сейчас это еще хуже стало. Ну, как мне кажется, уже сейчас вот этот за руку и это может сыграть наоборот, чөнки безнең ил многонациональный ил, и алардың шулай итеп йөрүе там без урустар там мынау короче, русская община, тегенеһе быныһы, и вот, и бит ниләр башкорттар үз җирендә, татарлар үз җирендә, то есть алар бит шул алардың җирләре, и ул многонациональный илдә беркемгә лә это охшамай. И вот на фоне этого там берәй несчастный случай аркасында гына сыгып китергән может. Шуңа күрә мин бы әгәр дә өстә утырһам, мин ошо теге башкорт национальный ниләренә, движенияларына, татар национальный движенияларына мин игътибар бүлер идем, да, но мин күбрәк внимание обращал бы именно на ошо урыс национальный движенияларына. Конечно. Чөнки именно шуның аркасында бөтәһендә урыс итәрбез дигән аркасында безнең ил коелырга может. Режим подкладывает мину вот устойчивость именно вот этими своими самостоятельно, конечно. А нашим чиновникам башкирским следует обратить внимание на активистов и тихонечко им помогать, чтобы потом, когда случится все, как говорится, вспомнили. Ой, Алтынай, уже Ну, конечно, как бы хочется, чтобы все было спокойно, как бы не призываю ни к чему. Ни к чему не призываю, никаких нету прогнозов. Это не оказывается. Этот призыв именно түгел, но ана шул именно өстән үзләре бер халыкты гына күреп, да, улар там әйтәләр, там многонациональный ил дип, но не өчендер именно там шул ниләр, короче, общиналар, ниләр, алар вот главные. Почему уларда аерып карады? И бездә Башкортостанда уже күп историялар шулай булды бит инде, где там урыстар ана
башқұрттарға там мына сыйып кетеді немете короче. И это очень опасно. Это очень опасно. Мен шо өзімдің сөйлеген видеолар, из-за которого мне пришлось уехать из России. Мен шунда про это как раз-таки я говорил. Да. То, что вот именно что национализм булмағын, то есть бізде көрәгір этот национализмді, а ол именно бізде ответная реакция шо национализмға. Если бы никто не лишал нас идентичности, не лишали бы культуры и языка, никто бы тут не Бұндағы не хамақ болға, недағы менге ол яқтан Америка оқша. Бұнда теге не тип англосаксония деп аталмайды. Америка деп аталмайды. Бір теге ортақ какой-то исем бергендер, ну, не привязанный к национальности, там, Америка просто, там, англосаксония түгілді. Вот. И шоға уже теге более легче. И безделе вот мына теге, вот я не говорю про сам режим, я говорю вот именно про название. Вот, СССР. Вот она была, ну, не была не привязана там к определенной национальности. То есть СССР русская и немекая түгіл бит инде. Не совет, социалистический, немекая, короче, то есть определенный этот нацияға привязанный, то есть именно айтам, я про название говорю. И бындала хотя бы шулай болға там, и уже бүтін халыққа ортақ қарарлар енді хамақ білмеймін. Шулай, опять же, не поспоришь. Урухтар или түгіл, там, объединенные федерации, там, Евразии, допустим. Например, это варианты возможны. Так почему бы нет? Так, во-первых, Байназар Ауылдан салям хізге, отдельный. Так, дальше. Так. Халық әкірініп қыза, пишет Тулип Макс. Әкірініп қызы парай. Холмахығыз Алтынай, Руслан Зур Ахмет хізге. Абсолютно support you. На 3 языках. На 2 пока. Так. Ну, тут еще вопросы частные. Наверное, все-таки мы будем закругляться, потому что интервью не может быть слишком длинным. Это только если живьем встретиться, как у Дудя, да? По 3 дня потусоваться и поговорить обо всем. Надо мечтать, кстати говоря, об этом. Вот. Друзья, Дустар, если вам зашло, если вам нравится, пожалуйста, пролайкайте, поставьте комментарий. И самое главное, сделайте поддержку нашему каналу любыми доступными способами. У нас есть спонсорство на YouTube, у нас есть ссылочки в описании. И если после этого эфира, после любого другого мы получать будем какие-то от вас донаты и конкретные пожелания, ну, знаете ли, мы только рады будем чаще встречаться и проводить такого рода беседы с Алтынаем и с другими людьми. Вот, я думаю, Алтынай не будет против, так ведь? Нет, конечно. Сақырып тұру, сақырған олсын, рахмат. Артуан оңыштан еді. Рахмет, Алтынай. Ночь уже поздная у Алтыная, поэтому он тыныс йоқы. Вот, и до новых встреч. Аубыл. До новых встреч. Всем пока. Аубыл.